Привет, Ладусь. Как доехала, не устала? Нет, тетя Даш, я спала всю дорогу в машине. То есть ты бодрая и весела? Да, как всегда, в принципе. Отлично. Мне так жаль, что я уснула. Даже город посмотреть не успела. А теперь и никуда не сходишь. Что мы делать будем? Скучать? Ну почему сразу скучать? Между прочим, если у человека дома есть книги и воображение, то можно отправиться в путешествие, полное приключений, прямо не сходя с дивана. То есть ты предлагаешь книжку почитать? Не просто книжку, а волшебную книжку со сказками. Кстати говоря, ты хотела узнать о нашем городе, посмотреть его, а из этой книги ты узнаешь интересные истории его жителей, удмуртские легенды, ну и о сказочных персонажах, которые жили здесь когда-то, на заре времен. Так уж и жили, они ж придуманные, не настоящие, то есть. Как это не настоящие? Может быть, они и сейчас живут, просто мы не видим или не замечаем. И может быть, прямо сейчас, вот под этим диваном, сидит какой-нибудь домовой каркамурт и очень хочет схватить тебя за ногу. Окей, давай почитаем. Уговорила. Несерьезно ты, тетя Даш, человек. Ну, что правда, то правда. Ну что, будем читать? С чего начнем? А давай прямо сначала. Сказка «Алчный купец и Лапшо-Пидунь». Одному купцу коротким показался летний день. Солнце встает поздно и заходит рано, а как пришло время батраков нанимать, купец совсем расстроился. День для него как мгновение ока стал. Сокрушается купец, что не успеют батраки в поле выйти, как настает пора обратно возвращаться. Так им никогда всей работы не переделать. И решил он пойти к Лапшо-Пидуню за советом. Какая нужда привела тебя ко мне, Мускель? Да вот день слишком короток. Батраки не успевают до поля дойти, а уже обратно идут. Оплатить-то им надо сполна. Так еще и кормить, как подрядились. Я вот ищу человека, который поможет мне день удлинить. Не знаешь случайно такого? Агай, как же тебя так угораздило прямо на такого человека-то набрести? Дашь мне 5 пудов муки? Помогу тебе. А, все 10 дам, давай учи скорее. Ну, слушай, купец, как день удлинить, да горю твоему помочь. Надень на себя дерем и пиджак. Наверх тулуп потеплее, на ноги валенки, а на голову малаха из овчины. Возьми вилы в руки и полезай на самую высокую березу. И держи солнце, чтобы оно на одном месте оставалось. Ну понял? Да понял. Вот спасибо тебе за добрый совет. Ну ты заходи в гости, я тебя сам подчивать буду. Вернулся купец домой и похвастался перед женой своей изворотливостью, что, дескать, узнал таких, как солнце удерживать, чтобы по небу не быстро бегало. Лето в тот год стояло жаркое. Нанял купец плотников, чтобы они одним днем дом поставили. А сам с вечера начал собираться. Надел теплый дерем, пиджак, тулуп, обул валенки, а чтобы голове теплее было, надел меховую шапку. Для рук додумался еще прихватить овчинные рукавицы. Взял купец в руки сенные вилы и, не дожидаясь восхода солнца, собрался на самую высокую березу. Плотникам же наказал работать, как подрядились, целый день. Сидит купец чуть не на верхушке березы. Ни одна веточка тени ему не дает. И вилами солнышко придерживает. От зноя пот у него по спине ручьями бежит. Руки совсем одервенели, подрагивать начали. А батраки трудятся без передышки, топорами постукивают, пилами позванивают. Время от времени на купца поглядывают, усмехаясь. Купец строго наказал не останавливаться, пока он с березы не спустится. Свою жену к ним приставил, чтобы доглядывала за работниками. Вот какой наивный дурачок. Хотя так ему и надо. Жарится купец на березе под солнышком. От усталости того и гляди на землю брякнется.
и уж очень длинным день ему кажется. Пожалуй, и не помнит он на своем веку такого длиннющего дня. К полудню купец, как в парной бане, пропарился, устал, будто на нем целый день пашню пахали и кнутом хлестали. Слез он с березы. Ну, работнички, спасибо. На сегодня хватит. На славу постарались. А батраки рады радехоньки. Совсем не устали, всего полдня на купца поботрачили. Пошли они по домам довольные. Вот так жадный купец день удлинил. За это он Лапшопе Дуню 10 пудов муки отдал, а еще и угостил на славу. Вот такая сказка. Это что, уже конец? Какая короткая. Давай следующую сказку читать. Погоди-ка, хорошо, помаленьку. Мне твои родители что поручили? Следить, чтобы ты выучила все, что в школе тебе задали. А сказку завтра почитаем. Ладно. До следующей сказки!